Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире передача «По сводкам ОВД» и с вами Анастасия Горшкова. Сегодня мы поговорим о том, как работает закон о государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. Что такое государственная защита? Меры безопасности. Каковы они? Система мер государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников судопроизводства определена Федеральным законом Российской Федерации номер 119 о государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. Государственная защита заключается в осуществлении мер безопасности, направленных на защиту жизни, здоровья и имущества, а также мер социальной поддержки указанных лиц в связи с их участием в уголовном судопроизводстве. Государственной защите подлежат следующие участники уголовного судопроизводства. Это потерпевший, свидетель, частный обвинитель, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их защитники и законные представители, осужденный, оправданный, а также лицо, в отношении которого уголовное дело либо уголовное преследование было прекращено, эксперты, специалисты, переводчики, понятой, а также участвующие в уголовном судопроизводстве, педагог и психолог, законные представители, представители потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и частного обвинителя. Меры государственной защиты могут быть также применены до возбуждения уголовного дела в отношении заявителя, очевидца или жертвы преступления, либо иных лиц, способствующих предупреждению или раскрытию преступления. Решение об осуществлении государственной защиты принимает суд, начальник органа расследования, в производстве которых находится заявление либо сообщение о преступлении, либо уголовное дело. В отношении защищаемого лица могут применяться одновременно несколько, либо одна из мер безопасности, к которым относятся личная охрана, охрана жилища и имущества, выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности, переселение на другое место жительства, замена документов, изменение внешности и другие меры. Основаниями для применения мер безопасности служат данные о реальной угрозе либо убийства защищаемого лица, либо насилие над ним, либо умышленное уничтожение или повреждение его имущества. Меры безопасности защищаемого лица применяются на основании его письменного заявления, либо его согласия, выраженного в письменной форме. При этом орган, осуществляющий меры безопасности, заключает с ним договор, в котором определяются права и обязанности обеих сторон, а также условия применения избираемой меры безопасности. Меры безопасности отменяются в случаях устранения реальной угрозы безопасности защищаемого лица, уничтожения или повреждения его имущества в связи с участием в уголовном судопроизводстве, а также если защищаемое лицо отказывается от заключения договора, либо если дальнейшее применение мер безопасности невозможно вследствие нарушения защищаемым лицом условий данного договора. Меры безопасности, которые предусмотрены пунктом 4-7 части 1 статьи 6 данного закона, осуществляются только по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. Помимо решения задачи по обеспечению физической безопасности защищаемого лица, на подразделение государственной защиты возлагается задача по установлению источника угроз, то есть выявление и задержание злоумышленников, оказывающих преступное воздействие на защищаемых, для чего они наделены правом проведения оперативно-розыскных мероприятий. Следующая тема нашей передачи – это пребывание лиц, не достигших 18 лет в ночное время в общественных местах. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних напоминают родителям несовершеннолетних детей о недопустимости нахождения несовершеннолетних в общественных местах в вечернее и ночное время. 24 июля 2009 года принят закон Чувашской Республики о некоторых мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психически-духовное и нравственное развитие. Настоящим законом запрещено пребывание лиц, не достигших возраста 18 лет в ночное время в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа в сети интернет, а также реализацию услуг в сфере торговли и общественного питания, для развлечений, досуга, где в установленном законном порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции
и в иных общественных местах без сопровождения родителей или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. Понятие «ночное время» используется в следующих значениях: с 23 часов до 6 часов в период с 1 июня по 31 августа, с 22 часов до 6 часов в остальные периоды. В исполнении данного закона Чувашской Республики за январь-июнь 2021 года сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу Канашу совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции в ночное время проведено 18 рейдовых мероприятий по проверке мест концентрации молодежи с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в ночное время без сопровождения взрослых. Из общественных мест изъято и передано родителям 22 подростка. Родители привлечены к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В ходе проверок ночных развлекательных заведений также выявлено правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 24.1 Закона Чувашской Республики «Допущение нахождения несовершеннолетних на объектах, осуществляющих реализацию алкогольной продукции». Данные материалы переданы и направлены для рассмотрения и принятия решения в административную комиссию администрации города Канаш. Должностные лица будут привлечены к административной ответственности. Отдел МВД России по городу Канашу предупреждает об увеличении числа мошеннических действий в отношении граждан. Мобильные мошенники придумывают все более изощренные схемы, благодаря которым с вашего счета снимается внушительная сумма. Очередной вид мошенничества с помощью BlaBlaCar. Мошенники регистрируются в сообществе попутчиков, предлагают подвести и требуют предоплату через фишинговый сайт. Они размещают на BlaBlaCar объявления о свободных местах в машине и цены указывают в пределах нормы. Когда попутчик отвлекается на объявление, мошенники в чате на сайте BlaBlaCar просят его связаться с ними через мессенджер WhatsApp и отправляют номер телефона, однако они отправляют телефон не цифрами, а словами. Мошенники охотно поддерживают разговор об интересующих пассажира подробностях. Когда речь заходит об оплате поездки, пассажиру предлагают оплатить поездку, пройдя по ссылке, где просят указать имя, фамилию и контактные данные. Обратите внимание, не войти в профиль, как на настоящем сайте BlaBlaCar, а просто ввести информацию, после чего перенаправить на платежную форму, которая также расположена на мошенническом сайте. Если жертва введет данные своей банковской карты, то дело может не ограничиться потерей предоплаты. Также есть риск, что платежные данные будут украдены, что впоследствии может грозить еще более существенными финансовыми потерями. Так, 26 июля этого года жительница города Канаш, желая осуществить поездку на автомобиле из города Канаш в город Чебоксары, вступила в безличную переписку посредством WhatsApp с неустановленным лицом, где ей было предложено пройти по ссылке для осуществления оплаты за поездку, используя банковскую карту. После чего гражданка вошла по указанной ссылке, где с целью оплатить поездку ввела данные своей банковской карты и там же ввела цифровые коды, которые поступили ей в виде уведомлений в мобильном приложении. После чего с ее банковского счета дважды были списаны денежные средства. Таким образом, жительнице города Канаш причинен материальный ущерб в общей сумме 3400 рублей. Сотрудники полиции в очередной раз напоминают простое правило. Никому и ни под какими предлогами не называйте и не вводите на сомнительных сайтах реквизиты банковской карты, ее номер, секретный трехзначный код и СМС-пароли. Если вас просят перевести деньги на безопасный счет, это мошенники. В случае сомнений обратитесь по телефону горячей линии, указанному на оборотной стороне карты. Сохраняйте здравый смысл в любой ситуации. На этом наш выпуск завершен. С вами была Анастасия Горшкова.